Здравствуйте, дорогие земляки! Сегодня мы беседуем с Лупсаном Аюшей Кензарикпуевым. Он священнослужитель Лама. С 2015 года он живет в городе Краснокаменске, ведет прием мирян, проводит обряды и хуралы. Он является настоятелем Краснокаменского датсана. Мы попросили Лупсана Аюшевича ответить на наши вопросы. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет для верующих строительство буддийского датсана? Естественно, строительство датсана, скажем, по истории, на территории, скажем, Маньчжурии, Барго-буряты, Агинской буряты, Хоринской буряты, они всегда верили в свое время буддизму. Жители из Бурятии, с Агинска, да и местные тоже есть много, кто верует в буддизм. Да и много тоже я так замечал, видел среди других наций, тоже ко мне приходят на приемы. И все они, наверное, им нуждается наш буддийский датсан, который мы хотим построить в городе Краснокаменске. Для этого надо, естественно, все знаете, средства, деньги, чтобы начать какую-то деятельность и начало строительства. Датсан, она строится именно, проводятся там обряды сахёсаны, другие молебны. Она защищает город от болезней, она защищает людей от плохих мыслей, от болезней особенно. И дети, везде у нас даже война идет, должны где-то молиться, должны где-то успокоиться, медитировать. Ну, естественно, изучать буддизм – это очень древняя религия, которая там очень интересна, если будете, вам интересно такое. Накапливаются добрые деятели, накапливаются добрые желания в этой жизни, чтобы не нести грехов, не нести плохую карму. Надо, когда датсан есть, там человек сам меняется, и, естественно, он должен очищаться от своих помыслов, от грехов, и, естественно, стать на хорошую дорогу. Скажите, пожалуйста, на какой стадии сегодня находится строительство датсана? Насчет стадии, конечно, у нас, честно сказать, что уже сделано? Честно сказать, у нас очень такое нулевое. На Будда Баториче мы очень много работали, провели с уставом, очень много мы возились, но у нас устав утвердился, устав есть. Потом он нам помог Баир, забыл фамилию, вот он нам помог с проектом, так что документы все пока почти на руках, еще делается, там маленько не достает. Но такие у нас пока идет движение. В основном, если за зиму мы соберем какие-то средства, можно начать с весны фундамент или первый этаж, или что-то там. Надо делать что-то. Именно я вам обращаюсь не только к жителям города Краснокаменска, может быть, соседних сел есть, другой район, можете помочь нам. И обращаюсь, конечно, к администрации района, администрации города. И, естественно, наверное, наш глава Забайкальского края, может, вдруг поможет чем-то. Надо нам так-то выходить на такие линии. Ну, надо, по-моему, кажется, всем дружно взяться и построить свой маленький датсан. А каким по проекту будет датсан? Большой, маленький? Ну, конечно, это большой, маленький, это какая сумма соберется. Но, естественно, средненький, небольшой будем, потому что столько народу, наверное, у нас не будут собираться. Но зато средненький, красивый. Там мастера есть уже, я договорился нынче. Они хотят помочь сами пойти, там насчет украшений,
И, по-моему, это пройдет или прошла пандемия наша, коронавирус. И с Китая там должны были нам помочь друзья. Ну вот пока это так вдруг стало. Ну, еще больше там сказать, действительно, если мы дружно сами не начнем это дело, ну, конечно, она будет стоять. Не пандемия, ничего нам, если деньги есть, будем строиться, не помешает. Но желаю вам, конечно, крепкого здоровья, чистых помыслов, ну и, естественно, большого счастья. Благодарим Лобсана Ишевича за интересные ответы на наши вопросы. И надеемся, уважаемые земляки, что вы не останетесь в стороне, что вы будете активно принимать участие в строительстве нашего Дацана. Наконец-то обретем наш духовный дом. Independent.